Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В стране цифровизация всех процессов, связанных с регистрацией недвижимости и строительством, идет полным ходом. Продолжается упрощение процедуры оформления имущественных прав граждан и бизнеса на недвижимость, получение земельных участков, сокращение сроков кадастрового учета. Такова тематика нашей сегодняшней беседы. Гостья студии Ольга Егорова, руководитель управления Росреестра Республики Саха-Якутия. Ольга Николаевна, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, как часто к вам обращаются граждане с целью регистрации прав на недвижимость и какова статистика в этом вопросе? Ну, можно сказать, что к нам граждане обращаются за предоставлением услуг Росреестра, ну, наверное, ежесекундно, если говорить про всю Российскую Федерацию. Если говорить по республике, то, то же самое. То есть с учетом того, что каждому гражданину, каждому юридическому лицу, ну или публичному образованию, будь то муниципальное образование, будь то орган госвласти, ну, как минимум необходимы определенные сведения либо о правообладателе объекта недвижимости, либо о конкретном объекте недвижимости для того, чтобы в дальнейшем либо совершить сделку, либо планировать в части того же территориального планирования, зонирования каких-то населенных пунктов, то можно сказать, что ежесекундно. Мы уже упомянули, что цифровизация плотно укореняется в нашей жизни. Как процесс происходит в управлении Росреестра? Ну, с развитием информационных технологий реалии времени уже таковы, что необходимости посещения офисов приема выдачи документов, ну, так называемыми ножками, оно в принципе не обязательно. То есть каждый заявитель может, находясь на рабочем месте, может, находясь дома, имея компьютер, определенную программу, интернет, в электронной форме обращаться за услугами Росреестра. Во-первых, конечно же, это колоссальная экономия времени, необходимое время на то, чтобы доехать до офиса МФЦ, для того, чтобы заполнить определенные заявления, для того, чтобы обратиться в определенные ведомства за разными справками. В электронной форме это делать намного быстрее. Плюс ко всему законодатель дает возможность сократить срок государственной регистрации. Например, если говорим об электронной ипотеке, то по закону это 3 рабочих дня в электронной форме, а если через офисы МФЦ, это 7 рабочих дней. Ну, я думаю, что для каждого гражданина, приобретая, допустим, квартиру за счет кредитных средств, это достаточно важный, актуальный момент. И насколько быстро он получит уже готовый результат, от этого зависит, иногда бывает, очень многое в жизни каждого человека. Ну, действительно, получается, цифровизация экономит не только личное время, но еще и сокращает время ответа от государственного органа. Угу. Да. Все ли услуги можно получить в электронном виде? В электронном виде, да, можно получить все услуги Росреестра, особенно если у вас есть усиленная квалифицированная электронная подпись. Кратко, это УКЭП. Она идентична собственноручной подписи и признается государством так же, как подпись от руки. Имеет одинаковое юридическое значение. В этом случае на портале Росреестра, адрес электронный rosreestr.gov.ru, через личный кабинет гражданин может подавать заявление либо на государственный кадастровый учет недвижимости, либо на государственную регистрацию прав, также объектов капитального строительства. Но еще один способ подачи документов – это упрощенный, без УКЭП.
В этом случае можно подавать заявление на предоставление сведений, всех сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Хочу отдельно отметить, что с 1 января 2023 года федеральным законом от 30 апреля 2021 года номер 120 ФЗ также без усиленной квалифицированной электронной подписи можно будет подать заявление на постановку на кадастровый учет и на госрегистрацию недвижимости индивидуальных жилых домов, садовых домов, разделение и объединение земельных участков, на исправление технических ошибок, допущенных органом регистрации. Ну вот такого рода изменения, то есть законодатель, он постепенно идет на упрощение процедур, в том числе в электронном виде. Так, для удобства и безопасности сделок с недвижимостью Росреестр совместно с Минцифрой создает суперсервис «Мое жилье». Какие удобства сервис предлагает? Ну, цель создания этого сервиса – это создание единой платформы для взаимодействия пользователей рынка недвижимости. То есть те же продавцы, покупатели, интернет-агрегаторы объявлений, застройщики, банки, органы госвласти, муниципалитеты. Для примера скажу, тот же продавец посредством, являясь пользователем госуслуг, посредством этого сервиса может подавать объявление о продаже квартиры. Покупатель получает всю информацию относительно этой квартиры также на этом сервисе. Допустим, имеются ли аресты, какие-то ограничения, наложенные судом либо судебными приставами на эти квартиры. Может получить информацию, кто зарегистрирован в этой квартире. Значит, Росреестром рассматривается и разрабатывается возможность заключения договоров, возможность договоров с управляющими компаниями на обслуживание жилья. Потом этот сервис, он позволяет заключить договор, ну, скажем, купли-продажи онлайн. Будет возможность конструкторам объединить, значит, если, скажем, продавец, он подает заявление о сделке купли-продажи, сидя у себя дома, покупатель весь день работает, вечером пришел с работы и также подает заявление на приобретение квартиры у себя дома. В этом случае конструктор, он объединяет эти две заявки в единую и как единое заявление подает уже на сервис, на портал Росреестра. То есть это действительно такой суперсервис, который объединит в себе всевозможные функции и возможности и упростит жизнь для всех. Да, безусловно. Но также хочется спросить, удалось ли в этом году перейти на полностью безбумажный формат обращения к вам, или все-таки осталась какая-то доля бумажек? С 29 июня текущего года действительно мы перешли на безбумажный документооборот с многофункциональными центрами. Это очень удобно и для Росреестра, и для граждан. Особенно это очень актуально в наших условиях Якутии, с нашим сложным климатом, с нашими большими расстояниями. Например, житель поселка Тикси решил продать свою недвижимость. Обращается там по месту жительства в МФЦ, сотрудник МФЦ сканирует документы,
переводит их в электронную форму и посредством значит, интернета по защищенным каналам передает заявление с приложенными документами на регистрацию либо на государственный кадастровый учет. Сотрудники Росреестра, государственные регистраторы, проведя правовую экспертизу документов, приняв то или иное решение, также в электронной форме направляют результат, свой ответ значит, в МФЦ ТИКСИ. И уже гражданин получает готовый документ на бумажном носителе, то есть на бумаге. То есть документы по почте никуда не двигаются, они лежат там, в офисе МФЦ. Но результат получается. Это опять же колоссальная экономия времени. Плюс ко всему, все мы знаем, что в том же ТИКСе, да, и прожито иногда месяцами прожит, и у гражданина нет возможности вылететь в Якутск для того, чтобы подать документы на кадастровый учет, либо сотруднику МФЦ также нет возможности направить документы на бумаге, потому что, понятно, самолеты не работают, Почта России направить документы, соответственно, не может для предоставления услуг. Ольга Николаевна, хочется еще также спросить про национальную систему пространственных данных. Расскажите буквально в 2 словах, что это за программа и для чего она создавалась. Государственная программа национальной системы пространственных данных, она должна будет обеспечить создание единого информационного ресурса по учету земли и объектов недвижимости. Она будет направлена на предоставление актуальных, полных, достоверных сведений единого госреестра недвижимости. Ну и как, естественно, конечный результат – это повышение качества предоставляемых услуг Росреестром. Эта программа должна в себе объединить информацию, которую предоставляют многие государственные органы. Ну, вот для примера скажу, что если говорить о Минстрое, то Минстрой должен наполнить эту систему территориальным планированием. Если говорить о Министерстве культуры, то Министерство культуры должно будет заполнить систему объектами культурного наследия. Если говорить о Министерстве сельского хозяйства, то это земли сельхозназначения. Если говорить о Министерстве, ну, скажем, у нас экологии, да, то речь идет об особо охраняемых территориях. То есть полностью вся информация для получения актуальных сведений онлайн о любом объекте недвижимости, вот оно должно обеспечивать, скажем, эту цель. Но уверена, что, конечно же, эту цель она будет обеспечивать. Ольга Николаевна, спасибо вам большое, что пришли, ответили на все наши вопросы. Я вас благодарю. Спасибо. Спасибо. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.